На днях в шахтерском поселке Джибарики-Хая Тампонского района прошло выездное совещание рабочей группы во главе с первым заместителем председателя правительства Якутии Павлом Маринычевым. С подробностями Нина Ханарова. В работе совещания приняли участие все заинтересованные министерства, ведомства, актив и непосредственно шахтеры, кого эта проблема должна коснуться в первую очередь. Вопрос о закрытии шахты и переходе на открытую добычу ставится с 2012 года в связи с высокой себестоимостью подземной добычи угля и потерей рынка сбыта. На совещании с активом и шахтерами были освещены и обсуждены самые животрепещущие темы этого нелегкого вопроса, касающегося судеб десятков людей. Программу переселения из мест крайнего севера в центр России, да, федеральная программа, которая есть. Она не прекратила свою работу, она работает, но те лимиты, которые получают регионы крайнего севера по этому переселению, они, конечно, недостаточны. Мало целевых этих сертификатов, да, мы получаем каждый год. Это правда. После исчерпывающего вступления Павла Маринычева он и его коллеги подробно отвечали на острые и наболевшие вопросы шахтеров, которые придется решать с переходом на открытую добычу. Сокращение в этом случае неизбежное. Кому-то придется переучиваться, кому-то выезжать на другие шахты, чтобы не потерять подземный стаж. При этом не имея возможности продать благоустроенные квартиры в каменных домах и фактически лишаясь жилья. Законом проведения тендера на строительство с одним участником. Почему такое вот тоже делается? Один участник, насколько известно, был. Почему стройка тоже как-то началась раньше проведения самого тендера? На скидку это такая незаоблачная цена по нынешним временам. Ну вот, например, в городе Якутске мы на программу переселения граждан из ветхого аварийного жилфонда тоже силой, да, заводим подрядные организации. Ну, обещаем там где-то землю, да, может быть, когда-то потом выдать. То есть строители не получают, к сожалению, да, не получают прибыли на строительстве по этой программе. Я предполагаю, что ровно по этой причине у нас один участник. Потому что это закон позволяет сделать, и это, ну, честно говоря, не эксклюзив. Во второй половине дня рабочая группа встретилась с населением, которое также обеспокоено вопросами закрытия шахты, что является градообразующим предприятием не только поселка Джибарики-Хая, но и всего Тампонского района. Нина Ханарова, НВК Саха, Тампонский район.